26 июня 2009 года около 800 уйгурских парней и девушек, работавших на фабрике в провинции Гуандунь, подверглись нападению ханьцев. Ночью в общежитии, где проживали уйгуры, около 4000 китайцев устроили настоящую бойню. Несмотря на то, что расправа над уйгурами продлилась до утра, управление завода не приложило никаких усилий для предотвращения беспредела. Китайцы беспощадно калечили и убивали молодых уйгуров, которые встали на защиту чести своей коллеги. После этого варварства уйгурская молодежь вышла на улицы Урумчи и потребовала от властей наказать зачинщиков драки и побоищ. Вместо справедливого суда Коммунистическая партия Китая отдала приказ подавить мирную демонстрацию. Китайские военные открыли огонь по безоружным жителям региона. Наряду с военными в подавлении и убийстве уйгуров принимали участие незаконно поселившиеся на их земле ханьцы. Просим Всевышнего помиловать наших мучеников. Преследование мусульман в Восточном Туркестане вновь внесено в повестку дня ООН. Более 100 адвокатов из Турции направили в Комитет ООН по правам человека петицию о нарушении прав человека в уйгурском регионе. Об этом турецкие юристы сообщили во время пресс-релиза, подготовленного платформой «Закон и мнение». В заявлении было отмечено, что Совет ООН по правам человека уведомил адвокатов о том, что их жалоба принята и начат процесс детального рассмотрения петиции, состоящей из 12 разделов. Акрам Мамед, окончивший магистратуру в столичном университете Турции в 2012 году, был убит в одном из лагерей перевоспитания, расположенных в уйгурском регионе. Акрам Мамед являлся преподавателем университета просвещения в городе Урумчи. По словам родных, преступление Акрама, в котором его обвинили китайские власти, заключалось в получении турецкого образования. За последние 3 года Коммунистическая партия Китая направила в лагеря миллионы людей и уничтожила тысячи интеллектуалов, академиков и преподавателей университетов. Майк Помпео сообщил, что в США введут визовые ограничения для чиновников Коммунистической партии Китая, которые ответственны за ограничение свободы в Гонконге. Помпео заявил, что санкции будут применяться к действующим и бывшим должностным лицам Китая, но не назвал их имена. Этот шаг был сделан Соединенными Штатами за неделю до сессии, на которой парламент Китая собирается принять новый закон о национальной безопасности Гонконга. В прошлом месяце, в ответ на действия Китая, администрация президента Трампа заявила, что в соответствии с законодательством США Гонконг больше не будет рассматриваться как особый административный округ. Ожидается, что это негативно скажется на положении Гонконга как финансового центра. Специальный представитель ООН по правам человека на палестинских территориях Майкл Линк призвал Евросоюз не допустить узаконивания еврейских поселений на оккупированном западном берегу реки Иордан и не позволить аннексировать Иорданскую долину. Линк отметил, что для этого Евросоюз должен использовать все рычаги влияния на Тель-Авив, в том числе экономические и дипломатические меры, включая санкции. Специальный докладчик подчеркнул, что аннексия приведет к ухудшению ситуации с правами человека на оккупированных палестинских территориях, благосостояние миллионов палестинцев ухудшится. Аннексия запланирована на 1 июля. Таким образом, Израиль намерен продолжить расширять свои территории за счет арабских земель. Мы живем в период, когда мировая общественность и международное право более щепетильно относятся к вопросам аннексии, сказал Линк. Конгрессмены США проголосовали за превращение города Вашингтона в отдельный штат. За это решение проголосовало 232 конгрессмена, еще 180 были против. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала серьезной несправедливостью то, что жители столицы не имеют возможности избирать представителей в Конгресс США. В случае принятия закона в Конгрессе США появится 2 новых сенатора и 5 конгрессменов, все они будут выступать за демократов, так как у республиканцев в городе поддержки почти нет.